Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Светлана Антонова, за режиссерским пультом Марина Городова и Николай Слепцов. Федерация профсоюзов Якутии – это крупнейшая общественная организация в республике, насчитывающая более 170 тысяч человек. Из года в год крепнет союз людей, которые неравнодушны к развитию родной республики, для которых труд – это основа ее экономики. Как завершается 2022 год для профсоюзов Якутии? Как шла работа по защите прав и интересов трудящихся? Какие задачи ставит объявленный главой республики в 2023 год труда? Ответить на эти и другие вопросы мы попросим сегодня гостя нашей студии. А это председатель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия Николай Николаевич Дегтярев. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Николай Николаевич, год у нас завершается, и он был сложнее предыдущих, да, в связи со специальной военной операцией. Резко поменялся уклад жизни, внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Также перед обществом очень остро встали вопросы взаимопомощи, поддержки мобилизованных, членов их семей. И мы знаем, что профсоюзы республики, конечно же, стали инициаторами организации помощи в трудовых коллективах. Расскажите, пожалуйста, вот об этой проведенной работе. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Прежде всего, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Но год действительно был сложный с точки зрения вот с начала спецоперации на Украине. Буквально 25 февраля председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков выступил с поддержкой проведения данной операции. Мы все понимаем, что это связано с защитой именно наших соотечественников, жителей Луганской, Донецкой народных республик. Впоследствии уже, вы знаете, с присоединением в состав Российской Федерации наши ребята сейчас защищают интересы наших сограждан. Поэтому профсоюзы поддерживали, поддерживают и будут поддерживать наших военнослужащих. В действительности, с проведением частичной мобилизации были сложности, не скроем это дело, потому что мобилизация у нас после Великой Отечественной войны не проводилась, хотя у нас и действующий свой закон о мобилизации Российской Федерации есть, но как раз понятия частичной мобилизации здесь не было, и были сложности, и, конечно же, мы видели, уже было ясно, в недостатках военного учета по бронированию, предприятиях, организациях, недостаточность работы. Поэтому все это пришлось быстро приводить в порядок. И в очень скором времени уже были внесены изменения в федеральный закон. И дополнительно были внесены изменения в части предоставление отсрочек некоторым категориям граждан. И все это нам приходилось в действительности работать и с работодателями, и с нашими профсоюзами, разъяснять. Прежде всего, конечно же, я выражаю большую благодарность всему профсоюзному активу республики в том, что в действительности здесь были приняты очень оперативные меры реагирования, и была проведена очень большая разъяснительная работа. Федерация профсоюзов сразу подготовила свои рекомендации в этой части по сохранению рабочих мест частично мобилизованных наших граждан. Уже потом, с принятием уже федерального закона, все это приведено в соответствие. И сейчас приводится
порядок все-таки военные учеты. На это обращено особое внимание. И, пользуясь моментом, также хочу еще раз призывать все предприятия, организации республики, чтобы очень четко вели воинский учет, проводили работы по бронированию своих работников, основных работников, потому что в действительности были сложности, когда вот по объявленной части мобилизации достаточно много людей в одночасье были призваны, и фактически были сложности даже и для вот таких наших жизнеобеспечивающих предприятий, организаций. Ну, благодаря вмешательству, это хочу подтвердить, главы республики, вот, правительства по мобилизации, эти вопросы были в кратчайшие сроки решены. Ну, я знаю, что трудовые коллективы, конечно же, сразу откликнулись на призыв помощи для наших якутян, да, и я знаю, что вы принимали активное участие в телемарафоне «Все для победы». День профсоюзного работника тоже отметили не просто так, а вот акции помощи мобилизованным. Расскажите об этом, конечно пожалуйста. же, потому что все-таки это в основном были призваны именно работающие наши члены профсоюза, поэтому однозначно мы не должны были стоять в стороне, поэтому с нашим призывом трудовые коллективы уже обеспечивали, оснащали своих призываемых граждан предметами первой необходимости. Ну и тоже также не секрет, что все-таки даже вот призванные люди не были готовы, вот наши войска, ну как там, и учебные центры, и те, не были пока готовы, но это все требовало определенного времени. И в этом случае, конечно же, все предприятия, организации, наши профсоюзные организации и также работодатели очень хорошо поддержали своих ребят и поддерживают. Но для нас после этого, конечно же, первостепенно то, что мы ставим задачу, это, конечно же, обратить особое внимание именно семьям призванных военнослужащих, потому что, как я уже сказал, при первом таком сборе многие вообще просто так вышли. Ну, было выделено очень мало времени. Многие вопросы бытовые, семейные, ну, юридически, возможно, да, не были решены. И вот как раз в этих вопросах тоже вот наши профсоюзные организации, трудовые коллективы приложили очень много усилий. Я знаю, сейчас идет очень, ну, практически везде поддержка семей наших военнослужащих. Поэтому мы в этом вопросе еще раз выражаем благодарность и, конечно же, просим еще вот проводить такую работу. Новым этапом работы профсоюзов в правозащитной деятельности стало направление, которое проводилось в рамках частичной мобилизации в стране. Так, в Федерации профсоюзов нашей республики были разработаны методические рекомендации именно вот по защите прав мобилизованных и семей, как вы сказали. Да? Вообще, какие вопросы поступают в адрес Федерации от мобилизованных членов профсоюзов? Ну, на самом-то деле, вот сейчас, как я уже сказал, сперва поступали именно от энергообеспечивающих крупных компаний. В основном это были вопросы, мы консультировали. Но, как я уже сказал, с принятием уже закона, здесь фактически уже на законных основаниях это все проводится. И в разъяснении мы вот поправки в Трудовой кодекс, это все разъяснение нашим профсоюзным активу уже передали, поэтому вот последние месяцы фактически вопросов не возникало. Здесь хочу сказать, что наша просьба, и эта работа, мы знаем, проводится, это внесение дополнений в коллективные договора, потому что в коллективных договорах вообще понятие частичной мобилизации, тем более по помощи семьям мобилизованных не было, но оно оказывалось, поэтому, чтобы это было на гарантированной основе, да, мы предлагали в своих рекомендациях, чтобы в коллективных договорах были внесены пункты по оказанию помощи мобилизованным гражданам, военнослужащим.
Мгм. В последнее время много говорится о воспитании чувства патриотизма, да? Вот какое значение здесь отводится профсоюзам как одному из самых массовых, многочисленных общественных институтов? Ну, вы знаете, вообще вот говоря о том, что мы занимаемся вопросами трудового законодательства, да, все-таки это говорит первостепенно для нас труд, это вложение своих сил и средств на развитие своего села, района, республики. Это очень такой вот. Если мы говорим о патриотизме, то достойный труд, достойный вклад каждого работника в развитие своего предприятия, организации, в целом республики, это действительно патриотизм. Поэтому это не высокие слова, здесь необходимо вот на это обратить особое внимание. Ну, а в части вот патриотического воспитания молодежи, у нас есть молодежный совет Федерации профсоюзов, который уже на протяжении многих лет этим вопросом занимается. Вот хочу даже отметить, что в этом году впервые наш молодежный совет участвовал на параде Победы. Да? До этого мы проводили смотр строевой подготовки. Ну, многие, конечно, иногда возмущались, даже наши коллеги, почему профсоюз занимаемся этим. Да? Ну, хочу сказать, что все-таки это была, наоборот, инициатива нашего молодежного совета. И ребята с большой гордостью представляют свои коллективы. Но это не только же строевой осмотр, это прежде всего там и вопросы начальной военной подготовки, как обращаться с оружием, все это они проходят. Потому что многие, вы знаете, с отменой вот такого обучения в школах даже не видели, никогда не держали в руках автомат. Не держали противогазы. Да, понимаете, там у нас участвуют те ребята, которые уже отслужили. Это работающая молодежь, и они как раз с очень большим опытом делятся, ну, своим опытом делятся с коллегами, ну, как скажем, со своими друзьями, коллегами. И это очень много тоже значит. Поэтому мы также и уроки, наши профсоюзные уроки в школах, это все будет только расширяться. И вот буквально вчера по Российской Федерации вот утвержден детское движение. Да, был вопрос вообще о недопущении профсоюзов к их, как скажем, совместной работе. Да, такой вопрос также и стоял. Но все-таки руководство ФНПР предложили условия, и мы будем, конечно же, поддерживать и это детское движение. Это в дальнейшем, конечно же, это послужит хорошему уроку. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Сегодня мы говорим о том, какая работа проводилась в течение года по защите прав и интересов трудящихся. Мы подводим небольшие итоги и говорим о планах на будущее. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о том, как завершается этот год для профсоюзов республики, о защите прав и интересов работающих, о планах на предстоящий год. И я напомню, что гость нашей студии – председатель Федерации профсоюзов нашей республики Николай Николаевич Дегтярев. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК и на волнах Тетим Саха-радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 1166. Ну что же, вопросы повышения заработной платы всегда оставались в числе актуальных профсоюзной повестки, и на сегодня имеются определенные решения. Мы знаем, что целевым категориям работников бюджетной сферы повышается заработная плата. Но вот у прочих категорий, так называемых, да, все же работников зарплата остается низкой. Каковы действия профсоюзов вот в этом направлении? Как здесь отстаиваются наши интересы? Ну, конечно, это действительно один из самых актуальных вопросов. Ну, в целом, если говорить о труде, то труд должен быть достойно оплачен. Здесь, если взять вот по бюджету, конечно, есть сложности, потому что согласно Трудового кодекса
повышение заработной платы принимается нормативно-правовыми актами регионов. Да? Здесь, вы знаете, когда разрабатывался бюджет на следующий год и плановый период 24-25 годы, в общих словах говорилось, предложение правительства было, повышение с 1 января, но мы знаем, что на протяжении вот уже нескольких лет по целевым категориям было такое решение, что оно в зависимости от средней трудовой доходности по республике, которые статистические данные, которые выдаются только в апреле месяце. И после этого вот принимаются, подготавливаются расчеты, да, проект готовится и очень долго согласовывается. И в результате на протяжении уже нескольких лет, вы знаете, с целевым категориям повышение проходило, получали повышенную оплату труда только в конце года. Да? И этот год тоже не исключение. Где-то вот два этапа было проведено повышение по целевым. Первый этап получили с перерасчетом с 1 января в ноябре. Второй этап, который будет с 1 сентября повышение, отдельные категории получают только вот сейчас будут получать. Но мы посчитали, что это несправедливостью, и вышли с предложением, внесли свои поправки в проект закона, которая была поддержана в конце правительством Республики Саха-Якутия. И вот с 1 января целевым категориям работников, как вы уже сказали, повышение пройдет с 1 января на прогнозный индекс средней трудовой доходности, на прогнозный. И потом, впоследствии, мы посмотрим, когда будут выданы фактические статистические данные, если будет меньше рост, да, тогда мы однозначно будем ставить вопрос о втором этапе повышения оплаты труда целевой категории работников. А по прочим категориям это уже на протяжении нескольких лет один из самых таких актуальных вопросов, что наши специалисты, относящиеся к прочим категориям, не охваченные майскими указами, фактически их уровень заработной платы очень низкий, фактически на уровне МРОТа. Чуть-чуть. В этом году было принято решение все-таки дифференциации в 3% выдерживать, но это фактически ничего не решает. Смотрите, если у нас в этом году МРОТ 38 тысяч, 3% 39 тысяч. Какая разница, да? Дифференциации фактически такого нет. И вы знаете, что уже последние годы принято решение ежегодной индексации минимального размера оплаты труда, и по поручению президента страны оно идет упреждающими темпами инфляции. И достаточно высокая. Буквально вчера президент подписал новый закон, и МРОТ у нас составит в следующем году 16 242 рубля. Это с учетом наших районных коэффициентных надбавок, если вот по Центральной Якутии оно составит 40 605 рублей. Поэтому это фактически нивелирует то, что вот какая-то чуть разница была. Поэтому вот вчера в послании глава республики дал конкретное поручение правительству, чтобы не менее уровня МРОТ повышения, и также выдерживать и дифференциацию в оплате труда. Поэтому здесь мы говорим о том, что человек с высшим образованием, специалисты, высококвалифицированные иной раз, не должны получать на уровне неквалифицированного работника. Вот то, что по МРОТу. Да? Поэтому здесь все-таки мы будем настаивать, требуем не только на индексацию на уровень инфляции, а еще предусмотреть средства на дифференциацию оплаты труда. И плюс внутри еще по профессиональным квалификационным группам. Вот это нам необходимо все-таки решать. Мы очень долго ждали принятия новых систем оплаты труда в образовании, в здравоохранении, в связи с понятием вот этим ситуации, они отложены на 24-25 годы. Поэтому ждать уже не можем, поэтому здесь необходимо провести очень тщательную работу. В целом мы видим, что необходимо повышать окладную часть. У нас по этой части мы отстаем и от наших дальневосточных регионов. В целом наша позиция профсоюза в том, что оклад – это минимальный размер оплаты труда.
Это минимальная тарифная ставка, оклад. Из этого должны исходить. Если так взять в расчет где-то так, то оно и так и выходит на сегодняшний день. Если будет 16 тысяч оклад, то от этого, если будем исходить, более-менее нормальные и по дифференциации, и по уровню оплат труда будет. Поэтому мы будем на этом настаивать. И если будет резкий скачок цен, в целом инфляции, то однозначно также будем и по году требовать повышения оплат труда, дополнительной индексации. Сложные периоды в деле защиты прав и интересов людей труда, конечно же, выходят вопросы социального партнерства. Да? Есть ли на сегодня понимание со стороны работодателей положения трудящихся, вообще как проходят этапы переговоров к составлению коллективных договоров и так далее? Да, это в действительности веление или требование времени. Мы и ранее заявляли, и так работаем в рамках социального партнерства, но есть вопросы, которые очень много вопросов, не очень много, но все-таки очень важные вопросы иногда принимаются правительством Российской Федерации без учета мнения профсоюзов. Это есть, об этом было сказано на прошедшем Генеральном совете. А если взять нашу республику, все-таки наше правительство нашему мнению прислушивается. Мы рады этому. Мы работаем в рамках нашего трехстороннего соглашения, которое в этом году завершает работу. И, фактически уже мы готовим новое трехстороннее соглашение, которое будет принято в первом квартале следующего года. Надеюсь, да, и свои предложения мы внесли, пока мы видим, что сторона правительства и работодатели поддерживают наши предложения, то, что было, сохранить все социальные гарантии, то, что ранее было. Здесь, я думаю, что мы найдем общий язык. А в целом, буквально вчера узнали о том, что ФНПР следующий 2023 год объявляет годом развития социального партнерства. И это очень для актуально. нас актуально. И созвучие с годом труда, это на нас накладывает определенные обязательства. У нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мен этимете осыдан этимете 10 миллиард алросы берди, 10 миллиард. Кылы алросы берден айдан баалабытты. Антугот канаты йери, ким контролу качкайда орускотмелен. Ол дигенен 10 миллиард колобура норокка бердер качы болгады. Onu bana kanlar uskotular, tubaklar uskotular. Kolabora PNC bir yaktınsap, G tutuyor bir yaktınsap, bu yaktınsap. Kolabora anlık tabarta etikler matrgada da ben su dergada bir yaktınsap ete kolabora. Onu kanlarların kim bagan beddat. 10 milyardan elbakatça. Onu kanlarlara bu bahasset yakıtta. Мы поняли ваш вопрос, но он, конечно, не совсем относится к теме нашего разговора, но тем не менее мы постараемся на него ответить. И у нас еще один телефонный звонок, давайте тоже его примем. Алло, добрый день. Да, слушаем вас. Наступающим. Спасибо. Вышалдана Дамандьякона. По Якутске хотела. Да, давайте. Николай Николаевич. Я Арсен Сергеевич. En toskar, en ülagar, söktü behenlere, süvey uğrağı taharda. Piyongoğun kıradakıttan bilagat. Ülene de privostovada ületen, öltökten sağlan, kıraderevine sağlan, Uluskar dağına ülelengen, bildik keygen. Kemin populastların üç toka toktuğu. Ya sos kotala hücem baretece. Ama başka bir diyemmet, Üleci kemiger jeker getleri öyle tutuyor sağlabıta. Türgenlik siter salanı. Ya ola bor başka. En tüyleni sağlığı bulanmakın doje. Ya ona bilinge üyege teknika suyana tüydete. Mimanna epilge tağıstaktan na iti bopurgu kategobin. Suyana naha barda. Ya bu lugar üle öyle tutur kemiger Tekniker suyana da kepçi tügeniger bir üleni kördür yok bir turdağa diye.
Jaynen ülenirke tatarım bollar. Üsühünen ya bu erige karı neder içattar bütün süter debet. Ordu gece kotot sütten. Etinne tehekka pot tuluk bollar. Onlar ikiler koto eti ingil engeriyin taharamlarga tehek ömülestim. Maktau. Хорошо, давайте, наверное, с первого вопроса Да, начнем, да? по 10 миллиардам, скорее всего, речь идет о внесении изменений по налогу НДП. Да? Вот это изменение как раз тоже президентом нашей страны подписано. Здесь дополнительно поступят в бюджет республики 10 миллиардов. Да? Ну, однозначно это будет рассматриваться при внесении правительством, рассматриваться государственным собранием элемент. Так что здесь никто ни в какие это... Вы знаете, что вчера главой республики озвучено очень серьезные направления поддержки. Но в целом по сельскому хозяйству в этом году это никогда не предвидено. 14 миллиардов будет выделено. Поэтому я надеюсь, что в том числе и сейчас разрешено также направлять средства на поддержку наших военнослужащих. И поэтому я надеюсь, народные депутаты это рассмотрят. Хорошо, дорогие друзья, мы вновь прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Программа «Якутск сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о том, как завершается год для профсоюзов нашей республики, как шла работа по защите прав и интересов работающих, а также о планах на предстоящий год. И я напомню, что гость нашей программы – председатель Федерации профсоюзов нашей республики Николай Николаевич Дегтярев. Ну что же, мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей, радиослушателей. Радиослушателям предложено, чтобы, если раньше были соцсоревнования, да, как в этом году, на самом деле, вчера тоже главой республики было озвучено вообще присуждение премии 50 лучшим, да, работникам различных отраслей в размере 300 тысяч. Это очень хорошая поддержка, да. И мы уже сейчас с Министерством труда Республики Саха-Якутия будем готовить свои предложения, как это будет, кто будет включен туда. На самом деле, сейчас, конечно, передового производства нет, но есть очень хорошие многие предприятия, организации, отрасли проводят, это конкурсы профессионального мастерства. Есть у нас и наставники, поэтому я думаю, что здесь больших проблем не будет, когда есть одним из основных критериев будут лучшие по профессии, да, поэтому, мы это все, конечно, буквально очень быстро должны все это обсудить. Вопрос развития семейной экономики, он также уже поставил такую задачу перед Министерством сельского хозяйства. В послании это тоже отражено, поэтому я думаю, что Минсельхоз при выделенных таких огромных средствах, наверное, по этому направлению уже свои планы делает. В части техники, действительно, я с вами согласен. Рост цен на сельхозтехнику, на вообще технику в целом, это в действительности до очень сложности, в том числе и по запчастям. Но вы знаете, сейчас правительство Российской Федерации очень серьезно также это направление поддерживает, выделяются субсидии. Поэтому очень надеюсь, что и в этом направлении все-таки поддержка со стороны правительства Российской Федерации, нашей республики будет. А в части, конечно же, боевые действия без потерь не бывает. К сожалению, мы потеряли многих, но и никто сейчас, скорее всего, не скажет количественная, да, численность, но достаточно много. Да даже если одного потеряли бы, это было для семьи, это трагедия. Поэтому здесь сложно что-то говорить, но мы очень желаем, чтобы все-таки наши все призванные ребята, добровольцы вернулись все живыми, здоровыми. В части
есть и раненые. Мы как раз обратили всем нашим предприятиям, организациям профсоюзного актива, чтобы оказали помощь, как акции, предновогодние подарки нашим военнослужащим. Я очень многих знаю, оказывающих помощь. Присоединяйтесь. Постоянно представительство, специально есть занимающиеся этим вопросом люди. И здесь наш общественный центр поддержки. Вы найдете во всех районах, также они созданы. Пожалуйста, можете присоединиться. Ну что же, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев в ежегодном послании Илтумену объявил 2023 годом труда. Он отметил, что основной целью здесь станет укрепление в обществе отношения к труду как благу и повышение престижа труда. Да? Как вы прокомментируете такое решение? Конечно, провозгласить, мы с большим воодушевлением услышали. Если честно, то мы еще хотели 2021 год, мы предлагали сделать годом труда. Вы понимаете, там разгар пандемии, очень правильное решение было объявить годом здоровья, на наш взгляд, поэтому мы немножко отстали. Но на самом-то деле, к сожалению, я всегда говорю о том, что когда нет идеологии, очень сложно вообще как развиваться, вообще по духовности. Нужна идеология. Мы всегда, я говорю о том, что это могло бы быть вообще, человек труда, созидательный труд может стать новой идеологией нашего государства. Здесь при любой власти, при любых экономических этих положениях, люди, работники же всегда есть. А есть вообще герои труда. И мы очень рады были, когда было возвращено звание Героя труда России. Да? И наши люди, уже 3, у нас 3 Героя труда Российской Федерации. И это тоже очень многое значит. Поэтому здесь мы полностью согласны и готовы поддержать. Как я рассказал уже заранее, мы готовим свои предложения по мероприятиям года труда, и то, что было озвучено перед 1 мая «Чествовать лучших». Я всегда и в проекте у нас было, чтобы все-таки человек труда прошелся по красной дорожке и прошло такое большое чествование. Я надеюсь, что это будет реализовано. Но в целом еще раз хочу сказать, что особое внимание необходимо предприятиям, организациям уделять конкурсу профессионального мастерства, чтобы выявить лучших из лучших. Вообще человек, хороший работник всегда ценился с золотыми руками, которые, эти мастера всегда остаются конкурентоспособными. Да, и здесь тоже по повышению производительности труда здесь очень такое влияние имеет. Поэтому подготовка наших кадров, сейчас профориентационная работа, все эти моменты должны быть отражены в мероприятиях года труда. И мы, как я уже сказал, профсоюзы будем. Сегодня у нас прошло крайнее заседание президиума, мы уже приняли решение по году труда, создана наша рабочая группа, и все мероприятия с этим будут связаны с будущим годом. Николай Николаевич, вы сказали, что действительно есть у нас звание Героя труда России, а может быть, стоит на республиканском уровне звание ветерана труда, может быть, как-то официально оформить и так далее? Ветеран труда у нас есть, звание ветеран труда. И одним из немногих регионов у нас, кстати, это звание получается по стажу. Если работник проработал, если мужчина 40 лет, женщина 35, но там были внесены изменения, непрерывность 15 лет в одной отрасли. С чем, конечно, мы не были согласны, но такое решение было принято. Но мы обращались, руководство нашей республики, все-таки учредить государственную награду, даже положение там прописывали, медаль за доблестный труд, чтобы потом по этой награде были назначены звания ветерана труда.
Есть в нескольких регионах, в национальных республиках вот такие награды есть. И нам бы очень хотелось, чтобы все-таки в год труда возможность еще раз посмотреть этот вопрос. Профсоюзы республики, я знаю, что вы всегда, конечно же, выступаете за поддержку человека труда, пропаганду героики. А с какими планами и предложениями вы еще входите в год труда? Ну, как уже сказал, однозначно должно быть чествование людей труда. В предприятиях, организациях республики у нас очень много трудовых династий. Об этом тоже вот в своем послании глава отметил. И нам надо вот это вопросы поддержать и расширять. Ну, ежегодно 5 таких семей удостаивается такого звания и вносится в книгу почета республики трудовые династии. Очень многие, вот по 300, даже 400 лет, да, в одной отрасли, вот, и преемственность поколения, она должна быть. И очень хорошо, что в следующий год и год педагога и наставника. Без наставника молодого специалиста очень бывает сложно, поэтому и в этом направлении, вот, по поручению президента страны, ну и не только по поручению, это требования жизни. У меня тоже были свои в свое время наставники, да, которые учили меня азам. Ну, азы-то мы проходили в учебе, а в действительности это учеба и практика, это совсем другое. Поэтому в большей степени практикоориентированная учеба. Вот эти. И я думаю, что мы сейчас, я дал поручение отраслевым профсоюзам буквально в недельный срок подготовить свои предложения, и мы свои сводные предложения уже внесем в правительство республики. Николай Николаевич, у нас остается минутка времени, и поздравления с наступающими новогодними праздниками, и, может быть, даже напутствие нашим телезрителям, слушателям, вот как в такое непростое время, как выстоять, как защитить свои трудовые права? Ну, конечно же, трудовые права, так скажем, наш трудовой кодекс, ну, сильно будет сказано, но все-таки это написано кровью, да, многих. Поэтому это трудовые гарантии должны соблюдаться. Поэтому в любое время члены профсоюза, ну и не только члены профсоюза, работники могут обращаться и профсоюзам, и надзорным органам. Ну, мы работаем в рамках социального партнерства, поэтому многое все-таки решается через переговорный путь. Большинство не доводится до суда. Все-таки работодатели это понимают. Всем жителям Республики Саха-Якутия, всем работникам хочу наступающий год труда пожелать, конечно же, успеха в работе, крепкого здоровья. Мы это поняли. Да, очень хрупкое такое. Главное здоровье, ну и счастье, благополучие. Но всем нашим ребятам, которые защищают наши интересы, вернуться в родные края с победой. Ну и вот, ну а нам, профсоюзам, предстоит очень большая, серьезная работа, поэтому всех профсоюзных активистов призываю, уже засучив рукава, взяться за реализацию года труда. Ну что ж, я благодарю вас за очень содержательный и интересный для всех нас разговор. Желаю вам новых успехов в сложной, но столь необходимой людям работе. Дорогие Спасибо. друзья, это была программа «Якутск сегодня». И сегодня мы говорили о предварительных итогах за 2022 год работы профсоюзов нашей республики. Всего вам самого доброго. До свидания. До следующих встреч в эфире.